да, перевод ты отправил, пока еще не смотрела досконально. Мой. Ожен учком гордань текстес. Легит беректит. Бен. Ну, ойда саку, ну, наверное, все равно надо прочитать, перевести, чтобы не было вопросов. Вот. Ну, кое-какие вопросы по грамматике появились, потому что мы, ну, по крайней мере, может быть, я как-то вот пропустил там весной какие-то уроки, может быть, эти темы проходились. Вот, некоторые вот возникли вопросы, так я догадался по смыслу, что значит, ну, вот не читал про эти грамматические формы. Тогда я начинаю. Гордань, это, я насколько понимаю, рыжик, значит. Да. Важно так. Сижил квач воемен студент Йосты колхозе из Тызы. С приходом осени студентов отправили в колхоз. Картовка октыны юртоновал. Надо было помочь собрать картошку. Кен квинен пертем юртьосы интыезы. Подвое, потрое в различные дома их поместили, расселили, получается. Но шниль пиослы потер эстырмы. Но 4 юношам, молодым людям квартиры дома не хватило. Видимо, Дыр, да, наверное. Слово. Гурт помыщ куштышкем корка партизы. Значит, на конце деревни в брошенный дом их поселили. Да, куштышкем корка, ага. Бросившийся, если буквально, то бросившийся, потому что куштыны — это бросить, куштышканы — это заброситься, да, как бы заброшенный дом. Тыр, пила, щетызы. Дали топор, пилу. А что с шуизы? Кужеечки. Сами сказали, хозяйничайте. Конмедыки пе куашкам гидес пулы ванды. Будете замерзать, если, дескать, мол, разрушенный хлев на дрова пилите. Пес джитесы мазмонтем вылыща, кинлыщки, телевизор шиттызы. Парни, чтобы по вечерам не было скучно, видимо, у кого-то телевизор нашли или взяли. Да, у кого-то нашли, взяли телевизор. Вот здесь по грамматике сижил куаш вуэмен. Да, вот это эмен-емен. Это вот деепричастие, как бы из сложных таких деепричастий уже. По сути, их кто-то говорит, что это деепричастие, кто-то их рассматривает как существительное в падеже. То есть вот эти отглагольные существительные, они могут стоять в таких формах, в падежах, да, и они будут обозначать уже причину. Да, вот, например, по причине прихода осенней погоды, то есть сижил куаж вуэмен, это вот у нас эмен-емен, можно сказать, что это либо деепричастие, вот кто-то говорит, да, кто-то говорит, что это отглагольное существительное в творительном падеже. То есть это причину указывают на причину, то есть куаж зуремен, но причину амыны. Из-за того, что шел дождь, мы никуда не пошли. Да? То есть вот это эмен-емен вот суффикс. Это, по-моему, все-таки вот это у нас было еще тогда на первом потоке. Вот. А меня больше заинтересовала форма мезмонтем вылыщ. Ну, здесь я не могу сказать, что это за... Ну, то есть вылыщ, да, это послелог, который с целью, да, как бы используется. Мезмыны, мезмонтем. Мезмыны — это скучать, да, мезмонтем — нескучаемый, чтобы не скучаемо было, можно так сказать. Ну вот вунетонтем вылыщ, незабываемый. То есть, по сути, мы ставим прилагательное, или даже это причастие получается, и плюс вылыщ, и получается у нас такая конструкция. Вот. Софи, давай следующий абзац. Вон на абзаце звучит жетон, окпол ваща. Я. Окпол ваща катишке кочиш ваиз. Сыче гордалез. Нож катулыз бездем курень кышет вильям. Подъёсазно быж вылаз чуж кальчоос тырамынкать. Кульчоос тырамынкать. Гадюске юг-юг. Пияла вильям баджим шиньёсыз туж вижмоучко.
Дышизы студент йоссо кочыш борды эшкаризы. Вася утищез Луис, соин чошка лащезно. Ой, добер, кто? Однажды Вася откуда-то принес кошку. Такую рыжеватую. А животик как выцветший коричневый платок. На ногах и на хвосте желтые марсокульчоз. Кольца как будто. Как будто надеты кольца. Грудь яркая. Здесь юг-юг это белое в значении, да, это об этом я еще скажу. Юг-юг тоди, то есть ярко-белое, ослепительно белое. Глаза словно стекла. Большие глаза словно стекла, очень смотрят очень, ну как это сказать, умно. Умно, да. Студенты привыкли к этой кошке, сделали ее другом, а Вася стал хозяином. И ну, даже утища это скорее защитником, да, утюны? Защитником и, ну, в общем, как сказать? Вместе спали. Чошка вообще спали вместе. То есть здесь глагол коланы, синоним какой у него диалектный? И жены. Умой. Людмила, ты татын? Людмила, джоды бер кто де? Вот уже кошки-кузы. Здесь принцип такой, что мы читаем и переводим. Я не вижу откуда. С экрана. Нет. С какого места? Уже кошки-кузы, 3-й абзац. Уже кошки-кузы, гордань пиосты келя. Берты кузы, пумита. Ма, жаде муртлы, шумпотоны нисо. Котько цишкено, каркапушкин, улео лулвань. Улеп лулвань. Улеп лулвань. Толесь чужей юнежьескисо, эшьескисо, пиосын. Тужгес и квасяен. Калыкус слен гать выласык уме усило звал. Но кашкон дырзы вуис. Ой, давай берег том, а то много получится. Уже когда ушел. Уже кошки-кузы. Кошкины – это уходить. Кошки-кузы, когда они уходили, да? У нас суффикс «ку» – это когда, а «зы» указывает, что это они. Когда они уже уходили? Да, на работу. Так. Когда они уходили на работу, то Гордань, Рыжик, что делал? Оставил. Келяны – это провожать. Кельтыны оставить, а келяны провожать. Провожал ребят. Да. Провожал ребят. Когда они возвращались, встречал. Гордань – это кинцо. Гордань – это кочиш. Кочиш. Ты дали чита веросес. Вы не читали рассказ, да? Это про кота, котика. Нет. Малпаськопуны. Да. Так. Увидев людей. Нет, тут нету увидев. Ма – это удивление, да. Так что вроде? Так Жадем Мурт. Кто это Жадем Мурт? Жадем, не знаю.
Жадин это уставать, жадемурт уставшему уставшие человеку. люди. Да. Уставшему человеку очень радовался. Да, то есть это уже радость для уставшего человека, то, что его встречают. Да. Это для человека. Да, да, это дательный падеж. Хоть кошка, но внутри, но в доме да. кто-то живой есть. Угу. Буквально живой дух, да, живая душа живой есть. Дух есть, да. Улеп лул. Лул это душа, улеп живой, живая душа. Угу. Лулвань. Зимой? Нет, толеж это не толеж это месяц. А месяц? Месяц. За месяц чоже это в течение за. В течение месяца юноша скис сопясы. Он подружился с мальчиками, да, с этими мальчиками. Он подружился с этими мальчиками, особенно с Васей. Все. А еще дальше вы читали Калыкус? Читала, что ли? Да. Кулыкус. Забыла. Кулыкус опять что такое забыла. Давайте тогда Колю попросим помочь. Коля, поможешь? Ну, вот это предложение вообще у меня вызвало некоторую сложность. Насколько я понял, то, что он часто бывало засыпал, ну и Калыкус само по себе тоже значит засыпать. Лежа на груди Васи, он часто бывало засыпал. Ну да, во время сна, можно так сказать, да, Калыкус, когда спал, он прямо на груди засыпал. Да, колыны – это процесс, а умеущины – это вот задремать. Уснуть, задремал, да. Умеющий лозвал здесь указывает на то, что это многократно проходило. То есть это сложная форма прошедшего времени. Если вы скажете умеющий лиз, это более сейчас уже распространенная даже версия. То есть вот эти сложные формы, они все реже употребляются, а суть ее в том, что это многократно в прошедшем времени проходило. Угу. Но время пришло. Отъезда, время отъезда пришло. Да, время отъезда, да, пришло. Потом те, кто читал текст, они вам перескажут весь текст, чтобы вы были в курсе. Вот, Коля. Секундочку. Отчитачи прам потамес волосалища, гордань маеки шеди искать. Ващален пыт котырты светле, Нюлышке куразе щоте. А житло щаменик вишамзес, нуны ямзес вожмавал. Ну, алисо, но кинлы кулей велни. Туда-сюда... Хождение. Хождение туда-сюда, замечая, Рыжик, наверное, что-то почувствовал. Вроде как что-то почувствовал. Прам-потам – это вот именно хождение, то есть выходит, заходит, то есть туда-сюда, да. От читачи это туда-сюда, прам-потам, туда заходит, выходит. Понимая, видимо, вот это все, что-то почувствовал Рыжик, да, и что дальше? Вокруг ног Васи ходит, лижет, подлизывается, лижет, голос подает. Так же, как и прежде, ожидал было то, что его погладит, приласкает, во множественном числе погладит, приласкают. Но сейчас он уже никому не нужен. Вешаны, нунияны, да? Нунияны, баловать кого-то, то есть от слова нуны, младенец, ребенок маленький. А вешаны, такое удмуртское слово, это гладить, но еще и как бы похлопывая, то есть, да? То есть у него нет прямо такого прямого перевода на русский язык, потому что это моя ляны, это просто гладить, а вешаны это именно вот как-то еще похлопывая по спине, именно вот, ну, обычно так родители вешало, да. Да, сейчас он никому не нужен. Софи? Бачте гордань деше рад, индыло вашалеш йосыз. Жалюк, дымбырог на скеле. А смеящу дом общежитин соя, ному рузлу солы.
Писей пыдул тител шула. Кинке нуньяло золо. Ой, Дубера, кто? Забери Горданя с собой. Подстегивают это, да? Индуло. И какой перевод ты, Коля, нашел? Как бы совет? Уговаривают. Уговаривают. Уговаривают Васю друзья. Жалко же, совсем один остается. Дымбыр огнас, да? Помните, у нас был текст дымбыр шалтер, но это не из того текста слова, это чулкак, совершенно, абсолютно один. Мне себя кормить в общежитии или его? Ничего с ним не случится. Та качаке устойчивое выражение писей пыдул тител шула. Я никогда до этого не слышала это выражение. Ерас тел шула обычно говорят, в голове ветер гуляет, но чтобы под ногами ветер гулял, я такое не слышала выражение. Это, наверное, что кот, типа, гуляющий сам по себе, типа того, наверное. Ну, видимо, да, что ноги далеко его донесут. И... Кто-нибудь, да... Приласкает, да, можно? Приласкает. Вот что это за форма щудом? Асме щудом общежития, сое. И либеративное будущее. Правильно, Коля. Да, то есть это форма, когда риторический вопрос я задаю себе, я себя должен кормить или его, да, то есть это, видите, щудом это по сути форма ми, мы будем кормить, ми щудом, я буду кормить, мон щудо, да, поэтому вот эта форма, так называемое делиберативное будущее, когда есть риторический вопрос, мы его ставим так, что форма ми в будущем времени, но относится к первому лицу. Да, то есть вот Людмила, вижу, записывает, это у нас, по-моему, на первом-втором уроке было, да, то есть вот смотрите, например, да, глагол карыны, что мне делать? Маркаром, да, то есть это образуется делиберативное будущее, оно образуется таким образом, что мон плюс форма ми в будущем времени. Или это тоже такое типично удмуртское, да, разговор по телефону. Ну что еще тебе сказать? Мар вероломна, что я еще тебе скажу, да, что я еще должен тебе сказать? Тоже образована форма ми в будущем времени. Вот. Людмила. Quais sonunau bardisaulis. Сюрес тапыльзёмын вал. Вася катон казе пельпумас ошизно сапегиосе на тантем вылыс. Люги пудьёс вамен асфальт сюрес пала кожис. Гордань сосьёры мене. Мырджилишке бастыны косысакать. Уаразесёте. Берег тычком. Погода в этот день, ну, как плакала. Дождь шел. Дождливая. Да, то есть вот была. это тоже себе запомните, деепричастие на са плюс глагол у лыны, это будет продолжительность указывать. Да, то есть не жила плача, а дождь шел, весь день шел дождь. Зорыса, например, да, вот лумбет, это то же самое, лум
быть зорыса улис. Да, или, например, джитбыт, например, пуны вузы са улис. Весь вечер собака выла. Вузы са улис. Например, уйбыт, выния са улис. Да? То есть вот не жил, а именно в значении продолжительное что-то происходило. Угу. Валамон это вот понятно, да? Куаш санунал бардесаус, то есть иными словами лумбыт зорысаус, то есть весь день шел дождь. Марджич буреш. Дорога, так, дорогу размыло, наверное, это, да, Да, смысл такой, дорогу размыло, Коля, в словаре под какой формой ты нашел? Там есть похожий глагол, только он, по-моему, через «е» пишется. Да. Тепыльджины. Это, правда, там про капусту написано. То есть капуста осклизла, то есть уже там немножечко отсырела, что ли. Стать Получается, склизким, дорога да. отсырела, стала скользкой. Да, Подожди. стать скользким, склизким. Да, это тут диалектное значение, правописание тапыльджемын. У меня дома говорят тяпыльджемын. Ну, то есть тяп-тяп, да, тяпня, Да. котмыны. Это все всегда тяпня, котмыны. Ну, дорога скользкая стала, да? Да, суть такая. Да. Вася свою котомку на плечо повесил, сапоги, не знаю, что такое. Вот, та же самая конструкция, на которую обратил внимание уже Коля, да, нет, дери – это синонимы, нет – это грязь, нет тыны – запачкать грязью, то есть нет тонтемвый, чтобы не запачкать грязью. Люги. Так, ваньен, асфальт, сюре, спала. Пошел, в общем, в сторону асфальтовой дороги. Люги подъезд. Люги подъезд, что это? Пут – это… Заросли репейника. Да. Куски репейника. Да, пут – это ствол, как бы, стебель. Гордань за ним идет, мурлычет, будто бы просит взять с собой, голос подает. Мырджилышке, да, мырджилышканы врезаться. Умой. Марк? Читать или переводить сразу? Мы читаем и переводим потом. Оно швася куртка СД, капюшон за раз шоному гез затизна. Золотизна. Да, но Вася еще сильнее натянул себе на голову, еще сильнее, еще глубже на себе на голову натянул. Дальше. Я? Да, вот этот абзац я вам выделила, который куди стиляд абзац буде селиче себерте. Ми ж се угно учке, кошкено кошке. Кошкено кошке, да. Луги подйос пелтіми неса, точиш сач подміз. Борищ Чулкитка дизлища, чеберла диз дерієн наш ташкіз. Могараз так, люгує смерчилизи, коликать чулки, синьосис чулкіз. Так. Все, нет? Да, берегтышком. Ага. Так, да, ну, значит, Вася, значит, все больше натягивал капюшон
себе на голову и шел, не оглядываясь назад. Угу. Мышь, какой синоним еще мы знаем? Мышце? Не помню, кстати, синоним. Мышце, я помню, это было назад. Коля? Нет? Бер. Бер, да, берзе. Берзе. Бер, мышце. Он еще как после лог, мышкын, да, за спиной мышкын. Ну да. Используется, да, у нас, по-моему, так и было. Дальше. Так, да. Значит, продираясь через кусты репейника, значит, кошка полностью промокла. Или сильно промокла. Сач, кот мыны насквозь полностью. Насквозь промокла, да. Угу. Ага. Так. Барыш. И совсем после этого устала, видимо. Да, потом, после этого барыш. Да, после этого совсем, да, свою красивую грудь запачкала грязью, а в тело впились колючки лья. Угу. И, значит, что, да, колючки репья, и, значит, свои чистые, вернее, чистые глаза заблестели. Да, блестели каликачилкют, да? То есть здесь чистые, как? Вот как кто? Как камушки, кали это камушки. Ага. Ее чистые глаза блестели. Это финно-угорское слово, не помню как. Кави, не кави, как-то так, по-моему, по-фински, и кö по-венгерски. Умой. Так, Милямкин Коля, да, у нас сейчас читает? Люги вай борды кичерскыса, сова щелещ мышце учке. Кэс вай чигено соуще. У кого-то, простите, у кого-то на фоне разговаривают. Можете пока выключить, у кого там есть кто-то разговаривает? Я думаю, нормально им будет дать где-то 10-20. У кого разговаривает мужчина на фоне? Выключите мужчину. Микрофон выключите пока, пожалуйста. Умой тау, Коля. Вылиш пер подъясыс выле пыкьячкыса, люги пут выле тубыны турте. Нож щижил зор кыдырте, но кыдырте. Так, значит, зацепившись за ветку репейника, или тут у меня сомнение, свешиваясь, может быть, с ветки репейника, потому что, насколько помню, кичерскыны будет еще и свешиваться, одно из значений этого глагола. Да, и, там... Честно говоря, я когда вот текст читал, может быть, в Удмуртии какие-то большие очень репейники, как деревья, ну как кот вот может, так сказать... Там... Это маленький котенок еще, печина. Ну, в словаре есть это слово. Ухватился, свешиваясь. Да. Смотрит он в спину Васе, как бы Васе вслед он смотрит. Да. Сухая ветка ломается, он падает. Снова, опираясь на задние лапы, пытается забраться на репей. А осенний дождь все моросит и моросит. Ага. И пометьте предложение. Ужи клис шутем лдуно мурце келяса. Так и осталась несчастная душа, провожая дорогого человека. Я вот вам не дала до конца текст. Во-первых, он слишком длинный был бы, во-вторых, очень печальный, поэтому чье сердце выдержит, вы можете дочитать до конца эту грустную историю. Джордж история с помощью Джем Дывос. Да, очень печальная история. Тинта пумыс. Алино штаче ужлештом. Али пересказываештом. Людмила, ты текст задвиджешь. Людмила, вы не читали текст, да, полностью? Нет. Умой, соку, куиня дями ужалось, тогда вы пока как пассивный слушатель присутствуете. Согласна. Вот, ужалозы, куиня дями, Марк, Софи, но Коля. Значит, лештичком та жити бърши, мадьоды, маршарыштатын
сюжет маршарыш верашкон мне. Ярам? То есть будем друг за другом восстанавливать картину. Умой, ойдове оскалтон, давайте попробуем. Коля, Куцка, пожалуйста. То есть примерно одига абзац, одига дями. Тыршеле, кылыш клевератек. Постарайтесь не слово в слово говорить, а оглом. Одик к предложению маршаришта абзацин верашке. Одним-двумя предложениями развернутыми, да, о чем говорится в этом абзаце. Постарайтесь как бы максимально свои аскыльёсыны дытыршевераны. Сижил вуис. Студентиос колхозе мынизы. Сослы, картовка, уктны, куле, вал. Состы, юртиосы, интизы. Нильпиослы, интиязы эстырмы. Места не хватило. Места не хватило. Соиник, состы, одик коркае, пыртизы. А как будет начальник? Вот, наверное, и начальник же что-то там потом давал. Кужо можно, колхоз Кужо, наверное, это. Колхоз Кужо, сослы, студенты слы, тыр, но пила, щетис. Сослы, шуис, ты, Аштиос, кужиящ коды. Вы сами будете хозяйничать. Аштиос кужояшки. Сами хозяйничайте. Умой, мынычко мажвань. Татын кочышарыш. Я, вот марклы кочышарыш. Мон. Окпол Вася кытыске, кочыш и кочыш или кочышес ваис. Окпол Вася кытышке кочыш ваис. Кочыш ваис, да. Кочыш гордалас вань, но туж чебер вань. Вал, да? Вал, да, вал, конечно. Гордалес. Кочышлен котыз корень вал. Так можно? Подъесызно выжвылыз чушкульчо скать. Чушкульчо сын с желтыми кольцами. Ага, чушкульчо сын кать. Да. Гадыз юг-юг. Значит, юг-юг. Юг-юг тади. Юг-юг тади белое. Кочышлен синьосыз туж вичмовал. Студентьос сокачыш борды эшкаризы. Окпо, да, и вот в особенности Вася. Это Тужгесно. Тужгесно Вася, соин кочышчос, чош колысез. Как иначе сказать? Тужгесно Вася.
Вася даже с ним Точка. спал. например, Точка. да? Сокочищос. Хочешенчош, надо с творительным Кочишенчош. Колиз, да, колиз. Кылыз одикпол, а если много раз, кылаз, кыланы. Колаз, да, или как-то колалаз. Не-не-не, кылыны один раз, кыланы много раз. Кыланы. Лобыны полететь, лобаны летать. Летать. Колаз, значит. Колаз. Гоштыны написать, гожьяны писать многократно. Колаз. Умой. Ну, вот как-то так. Софи, Мартин. Гордань шьёсце пумитявал, келявал, тужа шляшкизы, тужгес новашаен, сосолен гадьвула зумеущилевал, пёс кошконолу и вино, гордань соя шадискать, но кинь соя угни, ну я угвешани. Hoje, собери Коля Марлыс. Плохо слышно. Я вот то, что София последнее предложение говорила, не расслышал. На чем закончила, чтобы... Вот мы эту сторону, страничку первую закончили, что ну я веша заевал. Никто не... Ну, то есть себя кот чувствовал уже ненужным, они уже собирались уезжать. И вот эта новая страница, где друзья говорят, да возьми кота с собой, а Вася отнекивался. Так, и мне надо сказать, что он отнекивался, не то, что друзья его уговаривали. А вот как понять щудом общежитий? Почему вот, щудом? это да, вот как раз, когда вас еще не было, обсуждали, щудом это делиберативное будущее. Чем кормить будем? Чем я буду кормить? Риторический вопрос. Ну, я так и понял, да, конструкция похожа. Я буду кормить его в общежитии. Да, у нас через 4 минуты закончится, потом снова подключаемся, хорошо? Вот. Ваща шьёсыныс соблаш эйвал. Сослы шуис... Коля, давай проще, да, то есть как бы вы не пересказываете слово в слово, вы суть, да, он не хотел его брать, он не был согласен с друзьями, да, он не хотел брать кота с собой в общежитие. Ващален кучешес баштемес не хотел было. Эйпотывал. Укпотывал. Укпотывал. Да, то есть длительное прошедшее делаем. Укпотывал. Баштемез укпотывал. Угу. Ага. Дичбур? Дичбур, Юля, тон текста звучит, а ты читала текст? Нет, конечно, я пытаюсь подключиться все это время. Ну, что ж так не готовишься? Значит, Согурте ужвал. Это было домашнее задание. Которое мне вчера пришло ночью? Ну, ладно. Да ладно, ночью. Нет, это я прислала почти сразу. Юля, через 2 минуты нас отключит, и тебе придется снова пытаться подключиться, но я думаю, что в следующий раз это пройдет удачнее. Итак, да, мы сейчас пересказываем текст. Алими текст тез мадичком. Ожен общежитие баштемезук потывал. Марлуис собере. Что случилось потом? Бирпомети, Нунал, Вуис, пришел последний день. Сон Нунал, Зорвал, как сказать, тот день был дождливым. Можно сказать, плохая погода была, весь день шел дождь, то, что я вам писала. Урод. Кващевал. Весь день шел дождь, как это сказать? Бедес Нунал, Зорис, Кващ Зорис. Лумбыт. Лумбыт Зорис или Лумбыт Зорисаулис. Ваща Катом Казе Баштис, Нож Люги Пудьос Полки, Низ.
Не будем сильно уходить в нюансы. Суть в чем, что вот ваща кошке, нож кочишкатын марк, а кочиш маркарис. Гурдань, со щуры мниз. Со щуры мниз. Собери марлыз. Нож ваща мышце из учки. Ожи. Со кошкис, но кошкис. Ожи. Со ожик учкатек кошкис, да, не оборачиваясь, ушел. Умой. Урок лен вуонолю кетас. В следующей части урока мы с вами про прилагательные поговорим, как образуются прилагательные в удмуртском языке. Сейчас нас просто уже вырубит, поэтому я вам говорю. Значит, здесь вот у нас встречались такие прилагательные, как гордалес, да, потом вот юг-юг было прилагательное. А юг все-таки что это значит, юг-юг? Юг-юг – это вот слово, которое... Так, Юля, ви ношику кпернули щапорни. Ярам. Так, ойдове ажвантом. Давайте продолжим. Ойдове ажвантом. Аддишкодея? Да, остановились на юг-юг. Да, но это сейчас будет алимон сущары швералон, но штаг берлогес. Чуть попозже, но это будет в сегодняшнем плане. Итак, ойдове учком кажи прилагательное тодмет нимьос, да, тодмет ним, прилагательное по-удмуртски так называется, как они образуются. Мы с этим уже неоднократно встречались. Итак, смотрите, самый популярный, пожалуй, суффикс – это суффикс «ойо». Да, он обозначает обладание чем-либо, каким-либо качеством. Например, елоскал, молочная корова, то есть имеющая молоко, буквально если, да. То есть ел – это молоко, елоскал – это молочное. Вот горд – это красный, гордо значит с чем-то красным, да, с полосками, крапинками платок. Или вот прекрасное удмуртское слово «силёвиро», да, буквально как переведете? Сильвир. Мясо, кровь. Да. Мясной кровавый. С мясом, кровью, но это не про бифштекс, это про человека, мускулистый, коренастый в теле. Да, силёвиро. Вижмо от слова виж, ум. Вижмо значит с умом, правильно? То есть умный. Вот, или фрагментарное проявление цвета, и переливчатость может означать, если вот вместе цвета сочетают, чужо гордо, да, то есть желто-красный видится, искрится. Чужо басма сидит в желтую крапинку. Вот, если вам вообще интересно про цвета в удмуртском языке, есть целая диссертация одной удмуртской девочки, как обозначают цвета в удмуртском языке, как по диалектам они распределяются. Это вот в презентации есть ссылка, можете почитать, это есть в интернете. Вот, то есть это вот про суффикс «ойо» я вам сказала, что он с частями тела, да, очень часто будет употребляться, то есть с большим носом, там, молочная корова, да, и с цветами тоже будет часто употребляться. Его антоним – это суффикс «тем». Да, мы его уже встречали. Было слово «дорогой», как будет? Дуно. Дуно, имеющий цены. А без цены, да, то есть... Дунтем. Дунтем – это дешевый. А без цены, когда существительное... Дунтек. Дунтек. Шонер. То есть вутем безводный, щуртем безрогий, от слова щур. Щинтем, да, ругательство есть такое, щинтем плёкан, тут слепошарый, что ли, да, щинтем плёкан, слепошарый.
Вот. И вот именно это слово на русском языке и только в Удмуртии я слышу, слепошары, и может быть калька. Да. Да, да. Вы вот это как-то употребили совершенно как обычно, а это необычно Да. здесь. А в Удмуртии на каждом шагу. Дальше идет суффикс «с», «ес». Он уже чуть реже употребляется. Этот суффикс для образования от существительных, наречий и изобразительных слов. То есть «ой-ё» — это к существительным мы только добавляли, а здесь уже могут быть и наречия. Да, например, «щеремес» от слова «щерем» — смех, «жингрес» от слова «жингыр» — наречие, звонко, «быгылес» от «быгыль-быгыль», да, «быгыль-быгыль» — это вот уже, видите, тут даже правильная формулировка, зрительно-осязательный образ округлых, мягких, шарообразных предметов. Да, очень образное восприятие. Да, быгыль-быгыль. Или какие-то постоянные признаки тоже могут показывать. Например, слово «котыр», да, у нас неоднократно встречалось в разных корнях. Котырын вокруг, котыртыны окружить и так далее. А здесь будет круглый стол. Котрес джек. Дальше чатрес ныр. Чатыртыны — это выпячивать, что ли, да? Чатрес — выпятившийся нос, то есть курносый нос. Вещкрес мугор — стройное тело. Чупрес пияш, вот глагол, то есть не могу сказать, от какого слова образовано чупрес, но это такой подвижный мальчик, живчик. Да? Дальше вот идет суффикс ем, через твердый знак он будет писаться существительными. Он для обозначения меры веса, площади, объема или времени. Часто с ним идет числительное перед ним. Да? Бывают моменты, когда он синонимичен с «ое», употребляется реже, и, например, в таких словах там 5-сантиметровый, ведь сантиметр ем, да, или там арьем, видите, тут есть вариант годовалый, ведь арьем, 5-летний и так далее. Вот. Или удмурт кыльем книга, да, удмуртскоязычная книга. То есть тоже какую-то характеристику такую дает, но именно чаще всего употребляется с мерами веса площади, да, вот это «е», а «ое» про обладание каким-то качеством. И вот здесь тоже еще один суффикс, он тоже про характеристику «эщ», «ещ», но это будет некая поверхностная характеристика, то есть этим не обладают, как правило, это про запачкаться чем-то, то есть поверхностное присутствие этого признака. Например, вирещ — кровавый, запачканный кровью. То есть если виро, значит, что он обладает этой кровью как бы внутри, а вирещ — поверхностно запачканный. Надещ, да, например, надещ пудын, грязными ногами. Над — это грязь. Щирещ пу, дерево со смолой, обозначает, что именно вот как бы поверхность запачкана этой смолой. Пыжещ мешок, да, мешок, запачкавшийся в муке. Тузонещ дишкут, одежда, которая в пыли. Жагещ бакча тоже обозначает, что в огороде полно мусора, сорняка, жак. Ваещ пуни — это тоже ложка, которая запачкана маслом. Да? То есть именно, ну, то есть 99% случаев, когда это именно что-то запачканное, что-то, ну, какой-то негативный, можно сказать, даже контекст есть. Вот. В отличие от «ое», где это именно обладание, то есть, например, дождливый день, снежная зима, это все будет через «ое», а заснеженные сапоги, валенки, это уже будет «лыныещ», например. Есть еще суффикс, очень уже редко употребляется, но все равно встречается, и вы тоже с ним уже сталкивались, «ала», «яла» и «ло», да? Указывает, то есть образуется от наречий
и указывает на признак относительно времени. Например, туала, современный. Да, то есть у нас это явно от слова «та», «этот», плюс суффикс «ла». И получилось вот как бы современный, «этот». Толло, да, толон, это у нас было вчера, и толло вчерашний. Берло, бер поздний, берло в последнее, да. Вашкала, дишкут, старая одежда, мимала, учир, прошлогодний случай. Я вам тут переводы допишу, где нет, и потом вы можете еще раз это все посмотреть. Да, то есть вот ала-яла уже реже употребляется и указывает именно на временные какие-то характеристики, да. Давайте попробуем сделать следующее. Да, давайте попробуем... нет, давайте сделаем так, что мы это после прилагательных сделаем. Еще немного про цвета, да, это даже тоже прилагательные, и посмотрим еще про цвета отдельно. То есть это были суффиксы общие, те, что мы обсудили, а сейчас вот, которые преимущественно с цветовыми характеристиками употребляются. Во-первых, то, что у нас встречалось в тексте гордалес, алес, ялес. Вообще вот таких... это суффикс, который указывает на частичное наличие свойства, частичное присутствие, да, этого цвета, то есть не полное присутствие этого цвета. И вот есть 3 синонимичных суффикса: алес, ялес, суффикс мыт и суффикс пыр, пырье. У них есть диалектное употребление. Вот пыр, пырьем – это более такой южный вариант употребления. На севере, вот мне кажется, что у нас как-то чаще мыт говорят. Вот. И плюс еще есть, ну, как будто бы есть еще частотность некоторая, да, то есть не со всеми словами они одинаково употребляются. Соответственно, если есть какое-то диалектное слово, цвет, да, то оно будет только с одним суффиксом употребляться, потому что этот цвет в другом диалекте не распознают, не используются. Вот, давайте посмотрим, да, а то я много теорий сказала. Соответствует русскому оват, еват, да, то есть гордалес мы фактически могли перевести как красноватый, но горд у нас в удмуртском это рыжий, красный, поэтому рыжеватый, красноватый. Вожалес, да, от слова вож, зеленоватый, пашкыталес, широковатый. Тут вот, да, я отдельно выделила, что меру длины и ширины тоже могут за счет этого суффикса изменять. И вот в этом смысле только суффикс алес, ялес будет употребляться, то есть пыр и мыт не может с мерой длины и ширины употребляться. Щубигалес узковатый. И тут есть еще амонимичный словообразовательный суффикс, например, кужалес, да, продолговатый, от слова куж, про лицо, например, кужалес. Угу. Дальше суффикс мыт, пурышмыт, например, то есть вы могли бы также сказать пурышалес, щедмыт, черноватый, да, по сути это суффикс ме плюс ит, получается. Пыр, пырье, тоже про неполноту цветовых, оттенки вкусовых качеств. Лёль пыр. Вообще буквально пыр – это сквозь, через. Да? Вож пырьем зеленоватый. Курыт пыр ческыт. Курыт – это горький, ческыт – это сладкий, вкусный. Да? Первое значение. Лёль пыр – это что? Лёль пыр – розоватый. Да. Буквально через розовый. Да, можно перевести. Дальше, вот это вот 3 про цвета, которые вот неполноту качества цвета обозначают. Алес, ялес, более широкое употребление, он еще с мерой длины и ширины употребляется. Дальше еще есть тоже с цветами употребляется ксьем, он обычно про людей, про живых, да, про живые объекты, и чаще всего только с белым и черным цветом
употребляется щет кысьем, чернявый, темноватый, горд кысьем, рыжеватый, вот, или теть кысьем, да, беловатый. Мне кажется, у нас где-то уже встречалось это выражение. Угу. Вот, или еще редко употребляется, но есть тусьем, да, чагыр тусьем басма вле ющесты суридалям. То есть на... ну, по сути, чагыр басмавле можно было бы так написать. Вот. Ну и еще, да, вот суффикс гес-гем, который не полноту цвета или сравнения будет использоваться, да, это у нас уже сравнительные суффиксы, которые мы уже с вами знаем. Оскал текиармек, помидор вожгесна. Да, то есть попробуйте мои огурцы, помидоры еще зеленоватые. Угу. Вот, и путем сложения, вот как раз в этой работе там безумное количество примеров вот этих прилагательных цветовых, совершенно невообразимых, потому что это, ну вот удмурты это как художники, которые работают с палитрой, да, потому что сочетание цветов не новое слово, ну то есть, например, название цвета не новое, а именно сочетание... Что-то меня выкинуло из презентации, а сочетание разных уже известных цветов. Видите, да, экран сейчас? Да, например, щедалес лыс темно-синий, лызмыт пурыш синий-зеленый, синий-серый, но это еще ладно, там еще дальше будут более дикие варианты, но это вот вы можете в работе то и посмотреть. И вот то, что спрашивал Марк, как можно за счет дополнительных слов насыщенность цвета передать? А удвоить? Да, ну, нет, можно за счет удвоения, да, это самый простой вариант. Горд, красный, да, щет, черный. Но это как бы легкий вариант. А есть еще отдельные такие слова, и есть ряд слов, которые исключительно только с одним цветом употребляются, да, то есть ослепительно черный мы не скажем, да, мы говорим ослепительно белый. И вот здесь, например, то есть вот здесь данные примеры, но я бы вам особо выделила вот чим вож, это у меня вот тоже так дома разговаривают, то есть чим совершенно зеленый, прям вот насыщенно зеленый, вот только чим, только с зеленым употребляется, то есть с красным, с желтым его уже нельзя употреблять, только с зеленым. Да, юктадю только с белым употребляем. Чип-тади совершенно белый, тоже только с белым употребляем. Ну вот чимпеймычет, я такое выражение не слышала, видимо, они считают, что тоже бывает. Вот, чильщет, блестяще черный, тоже только с этим, только с черным словом. Темпеймыт, да, темпеймыт, очень темный. Когда вот на улице темная ночь, темпеймыт. Да, и вот как раз здесь вот ответ на ваш вопрос, Марк. Юг-юг, это только про... Очень белый. Да, да. Вот. Ну что, давайте попробуем сделать прилагательные. Да? Вот видите, здесь уже оранжевый, чужалес, горд. Вообще для оранжевого несколько вариантов есть в удмуртском языке. Кто-то говорит джичи чуж, лисичий желтый. Такой вариант тоже. Может быть, вот так надо писать. Лисичий желтый, да? Вот. Давайте попробуем сделать по одному. Да? Например, как будет, ну, то есть ненасыщенный цвет, черноватый. Марк, как будет? И вообще, что мы можем от щед построить? Да, может быть, щедалес. Да. Щедалес, например, или щедмыт. Да, синонимичное щедалес, щедмыт, щедпырьем, и еще, может быть, щед про человека, чернявый, темный. Вот щед кысьем. Да, щед кысьем. Угу. Дальше курень, Софи.
Курень-алес. Да. Угу. Курень-пыр. Курень-пыр тоже, да, на слуху. А вот курень-мыт я никогда не слышала. Угу. Не звучит. Курень, ксем так не скажешь. Ну да, наверное, так как кес, да. Пурыш, Коля, пурыш. Коля. Коля? Коля выпал. Юля? Пурыщалес? Да, сероватый. Пурыщмыт? Пурыщмыт тоже, да. А вот пурыщпыр я бы не сказала. Угу. Тоже не нравится. Да, из пурыщалес будет масса, вот как раз в этой работе, масса цветовых оттенков, потому что сизо-серо вот этих грязных цветов там очень много. У мой... Пурыстем. Пурыштем, пурыштам. Пурыштам это седой. Пурыстам. Да, это седой, да. Но это от глагола пурыштаны уже, становиться серым. Угу. Людмила, стади, какие вообще цветовые можно сделать? Юг-тади. Юг-юг-тади, да. Юг-юг-тади. Чип-тади. А если не совсем белый, то есть в белую сторону. То есть у нас было щедалес, щедмыт, у нас было пурыщалес, пурыщмыт. По такому же принципу как будет тади? Не знаю. Тадьмыт, беловатый, тадьмыт. Сейчас, тадиалес, что ли? Тадиалес, ну вот тадьмыт у меня звучит, тадиалес не очень. Тадьмыт. Угу. Тадь кысьем, может быть, еще такое выражение. Угу. У мой Юля с желтым, что у нас может быть? Чужал. А там ниже написано чужалеш город. Давай тогда тебе давай вож сделаем. Чипош. Чим вож. Вож. Чип и Дейл это про белый. Чип и Дейл белый. Я первый раз это все увидела, я потом запомню. Обязательно. Маму проверь, помнит ли она такие выражения. Проверю. Чем вож, а если не полный как бы цвет, да, то есть степень насыщенности зеленым не полная. Вожалес. Вожалес, да, или вожмыт, или вожпыр, вожпырем. Все три варианта употребляются. Вот с бусир у меня вообще не звучит, то есть бусиралес, у меня вот не звучит, просто, может быть, слово само бусир редко уже употребляется, все реже, да, потому что цвет такой, скажем, редкий и не совсем удмуртский. Теперь давайте попробуем, вот немножко цвета вспомнили, повторили, попробуем с вами сделать еще выражение, типа вот с такими-то волосами, да, с такой-то головой там или глазами. А как тут принадлежность будет? Падежом обозначаться? Нет, тут, например, как с седыми волосами, например, Да. сказать. Пурыштам ершиё. Ершиё, все ясно. Да, Вот это здесь у нас вот как раз это прилагательное, которое обладание чем-либо. То есть буквально ершиё это волосатый, седовласый. Да? Щенкаш это бровь у нас, щин, глаз, пелюха, ныр, ангес, черты. В общем, что сможете, сделаем. Может быть, кто-то запомнил, были слова чатрес, да, кужалес про лицо. Вот, давайте попробуем сделать. Коля у нас объявился, нет? Нет. Коля, видимо, решил уйти в небытие. Вот. Ладно, Марк,
Давайте. Ну вот длинноногий может быть, допустим, кужа пыдало как-то. Кусь-куко. Кусь-куко. Куч-куко, куч-куко, да. Да. Кусь-куко. Можно кукьем. Здесь тоже вот нормально звучит. Кусь-кукьем. То есть кук это вот что-то типа голени, так я понимаю. Это, помните, вот Юля сейчас мне подскажет, потому что Юля это повторяла. Foot and leg, да, то есть кук это leg. Leg это кук. Да, это палочка вот эта. А foot это нижняя пыд часть. Ага, стопа. Да. Кстати, очень может родственный индоевропейскому. Там тоже стопа S. Людмила, кычаки выражение, какое-нибудь выражение попробуйте нам сделать, например, большеголовый. Голова это забыла. Как? Голова йр. Ир, Вот, йр. голова ир. Ир. Головастый, больше головастый. Как будет? Баджим. И надо сделать из головы прилагательное. Йр это голова и обладающий головой. Баджим ире. Йро. Баджим йро. Баджим иро. Угу. Да. Софи. Баджим шинмо. Угу. Баджим шинмо. А если про цветовую гамму глаз? А сладкий шинмыт. Шинмыт. Куренялес. Вожалес курень. О, тоже мой. Вожалес курень. Шинмо. Шинмо. Тоже мой. Угу. То есть карри зеленые, да? Оля, а толстый это же зак будет? Толстый. Либо кей. Кей. Тогда можно толстопузый кей-като. Нет, там уже зэк. Кей это именно с жировыми отложениями. Да, зэк-като. Да, про живот. Так, зэк-като. Да, Юля, еще ты не выступала. Давай еще. А лопоухий через большой можно сказать? Сейчас, по-моему, было отдельное слово, но я не помню. Ну да, давай через большие уши. Баджим пелё. Пелё, ага. Пелё. Умой. Например, что еще? Каждый подумайте, вот Юля сказала, какой у нее цвет глаз. Подумайте, какой у вас цвет глаз. Кыче буйоло щинды. Юля про лопоухого сказала. И Софи сказала про глаза. Да, все, подумали, вспомнили, какие у вас глаза. Попробуйте не одним цветом, что черные глаза, а черноватые и так далее. Марк, кыче ты надо щинмыт? Да, ну какой-нибудь курень лещ, мон, курень лещ, щинмо. Так? Куренялес. Куренялес, щинмо. Щинмо, да. Можно еще... Давайте себя попробуем описать. Мон куренялес щинмо. Я усатый, я полосатый. Полосатый. Да. А как усы будет, я забыл. А здесь есть сверху мыек. Маяко, да, маяко, тушо. Так? Нет, да. Что-то я подумала, у вас бородатый, нет это тоже тушо. Тушо, да. Тушо. Перщи. Да, про волосы. А как будет зубастый? Пенё? Пенё, да. Лечит пенё, острозубый. Марк острозубый. Записать. Угу. Краснощекий как будет? Так, горд, где тут еще у нас? Горд-бамо. Горд-бамо. Горд-бамо, да. Кыча ершиё. Какие волосы?
можно сказать, Счет коротковолосый. да, счет глаз, счет Щедмыт. Щедмыт или, да, щедмыт, щедмыт ерсио. Да, вы про себя вообще, поскольку вы склонны к темному типажу, можно сказать, мон щетка съем. Темная лошадка. Мон щетка съем. Щеткой съем вал. Ну, лошади это отдельная история, там масти еще по-иному называются, Ну, да. это даже мне уже сложно. Вот, Да. Юля, а Чичара и Швера, расскажи про себя. О, ну, я-то вообще тоже к темному типажу склонна, но по мне не скажешь. Ну, ты покрашенная, расскажи, как Ну, покрашена. ты скажи, что я тоже черновата, да, ну, в смысле, да. Господи, мон... Но. Щедале? Монно щетка съем. Монно щедале. Да. Съем, да, про человека мы можем сказать в целом. Монно щетка съем. Угу. Можно сказать, я большегрудая, там, да, или... Как это будет? Как это будет, кстати? Приятно. Спасибо большое. Баджим гадьё. Баджим гадьё. Сейчас запишем. Какая? Так, послушай, так интересно о себе. Баджи... А улыбка как будет? Пальпотон. Ну, тут мы не сможем сказать, с улыбкой ты хочешь. Ну да, типа. Нет, вот через ОЙО улыбку не получится сделать. Извини. Пока только с ОЙО то, что можно. С короткой шеей, например. Ну, можно же придумать. С маленькой ножкой. Блин. Мы же не будем проверять сантиметрами. Тоді ерші є. Тоді ершіё. Маленькая пытаюсь вспомнить, не могу. Печи, да. Печи педо. Угу. Бадим коко. Ку-ку. Печи бадим коко. Печи киё. Угу. Кущки. Знаете, что за выражение кущки? Ну, там по-русски тоже есть, нет? Длинная рука – это тот, кто ворует. Ну, по-русски это немножко не то. Это тот, кто руки распускает. Золотые ручки. Золотая, да, золотая ручка. Угу. Мой. Юлия, из Шамарки еще есть что-нибудь добавить? Нет, я скромная. Про свои-то глаза сказала. Мы ектек, туштек. Да. Про глаза то щинмычар еще двера, а про глаза не сказала. Даже вожалес чуж. Вожалес чуж. Угу. Или чужмыт вож. Чужмыт вож. Угу. А знаете, еще есть такое выражение щинмыт чуж вожадже. Нет, чего это? В глазах рябит. Чушь вож. Я рябая, я поняла. Чушь вож адже. Да, например, когда угорели в бане, или просто голова кружится, в следующий раз, если будет возможность, когда голова закружится, понаблюдайте, какая цветовая гамма перед глазами. Мы чушь вожачи. Глаза видят желто-зеленое. Угу. Умой. Людмила. Пару фраз о себе. Мон Пурыстан Ирсио. Угу. Но Курень Синьмо. Угу. Синьмо. Курень Синьмо.
Печи, ой, рост забыла. Можно сказать тело, с маленьким телом. Мугор. Да, тут даже чаще скажут печи мугорьем. Не Чи мугоро, мугоро. а мугорьем. Мугоро. Да, мугорьем даже чаще. Чи как будто. мугоро. Мугор. Угу. Кычай щин... щинды вы сказали, глаза вы сказали. Угу. Ярам. Таубаджим Софи. Ачичарыш марке веравода. Мон курень вожалес курень шиньмон, тади иршиё, печи мугоро, нылаш. Угу. Тоже мой, тоже мой. Таубаджим, вот это все мы обсудили. Гурте уж, домашнее задание. Мы с вами через неделю встречаемся в час. Вот, значит, гурте уж текст лыджанулось, немашки со боко, но не моко, но боко, да, а это ашальчиоки. Мне кажется, несложный текст. Я надеюсь, что вы согласитесь со мной. Да, я вам презентацию вышлю, все вышлю. Угу. Вот, гуртеуш текст выджану, то есть надо прочитать текст, и давайте я вам еще предложение на перевод дам, хорошо? Потому что неделя времени, это сейчас я вам дала только текст, поэтому раз 3 дня у нас было. Предложение на перевод и текст Боко. Оля, а про Рыжика текст не записан аудио? Нет, ну я постараюсь, может, кого-то подбить, чтобы записали. Эта книжка в Сарапуле продается вообще, но она большая, толстая. Да, ну это. Но Кельмаков считает, что это один из лучших авторов современных, то есть в плане Ну, так я языка. куплю. Я был неделю назад был в Сарапуле. Не куплю. Вот, да. И там на хорошие рассказики есть. Которые на новогодние праздники. Никто не едет? В Удмуртию? Ну, я, наверное, поеду. Ну, я тоже, наверное, поеду, но пока не знаю, до Нового года или после Нового года. Посмотрим. Я тоже поеду. Угу. Вот. Таубаджимешьё с Арняуса зумын помещком. Через неделю встретимся в Зуме. Зум-зум. Зум-зум. Пока-пока. Течлуэ. Течлуэ.